В некоторые законодательные акты в части административных правонарушений в области таможенного дела внесены изменения. Данный законопроект принят во втором и окончательном чтении. Таможенный кодекс, но те правонарушения и те предусмотренные таможенным кодексом в области таможенного дела правонарушений не были отражены в кодексе об административных правонарушениях. То есть, грубо говоря, есть диспозиция, нет санкции. Поэтому все заложенные изменения в таможенном кодексе в части административных правонарушений предлагается внести в таком же виде, в таком же формате в Кодекс об административных правонарушениях. Депутат парламента Валерий Агырба предложил включить в повестку дня вопросы признания Луганской и Донецкой народных республик. Стоит вопрос о возможном, если вы будете не против, рассмотреть на заседании парламента вопрос обращения в исполнительной ветви власти в соответствии с соглашением, подписанным между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, в соответствии с которым внешняя политика у нас координируется с Министерством иностранных дел Российской Федерации, вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик. Мы находимся в активном контакте с Министерством иностранных дел Республики нашей Абхазии, с Советом Безопасности, ведутся консультации. Буквально вчера даже имели телефонный разговор с коллегами из Луганска, из Донецка, с Министерства иностранных дел. Но в ближайшей перспективе, думаю, что и комитет проведем расширенный, расскажем, доложим о ситуации, скажем о тех, значит, мероприятиях, которые, как нам кажется, надо будет всем вместе принять. Но сегодня просил бы вас не рассматривать этот вопрос. Депутаты парламента приняли во втором окончательном чтении поправки к закону в сфере туризма. Речь идет о наложении штрафов при осуществлении нелегальной экскурсионной деятельности. Штраф составит 300 минимальных размеров оплаты труда для физических лиц, а для юридических 500 минимальных размеров оплаты труда. Вы знаете, что на сегодняшний день нашу страну очень много стало посещать нелегальных экскурсоводов, гидов, которые представляют нашу страну. Причем наносят имиджевый характер очень, причем неблагоприятный. Это первый аспект, который они практически не владеют ни историей, ни культурой, ни этнографией народов, даже географическое расположение городов и сел даже практически не знают. Это первое. Второе, многие из них абсолютно за данные услуги не оплачивают никакие налоги, не имеют аттестации, лицензии. Третье, естественно, самое главное, не пополняется бюджет страны. В случае повторного нарушения в течение 6 месяцев штраф будет удвоен. Согласно проекту закона, осуществлять свою деятельность на территории республики могут только гиды, у которых есть лицензия. Далее депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере деятельности местного самоуправления. Он включает в себя сотрудничество между законодательным органом и представителями местного самоуправления и устанавливает сроки временного пребывания на должности исполняющих обязанности глав администрации. И третье нововведение – это связано с созданием резервного фонда органов местного самоуправления, направленного на финансовое обеспечение расходов населения, на материальные запасы, обеспечивает самостоятельное решение населения вопроса благоустройства территории, что является одной из главных функций местного самоуправления, органов местного самоуправления. Денежные средства поступают в резерв, который можно будет тратить не только исключительно на строительные материалы. Я хочу привести небольшой пример, как это происходит. Когда люди, непосредственно депутаты местного самоуправления приходят к людям, или люди к ним приходят с какими-то просьбами, мы понимаем, что если бы нехватка бюджета не позволяет нам сразу сделать, положить асфальт, поменять трубы, поменять крыши, привести в порядок подъезды. Но мы можем с людьми договориться, работать совместно, вовлечь. Со многими пунктами этого законопроекта народные избранники согласились, но у некоторых депутатов возник вопрос, не происходит ли подмена исполнительного органа коллегиальным. Понятно, что они непосредственно хотят, чтобы этот фонд аккумулировался у них, чтобы они там могли, мы тоже совсем, чтобы не подменяли, немножко понять, и поэтому это, в принципе, за закон
готов проголосовать, но чтобы мы четко понимали разграничение функций тоже исполнительной власти, глав администрации на местах и непосредственно с районного собрания. А так... В итоге, после долгого обсуждения, данный законопроект не прошел. Затем депутаты приняли в первом чтении 3 законопроекта, касающиеся ветеранов Отечественной войны, народа Абхазии и национально-освободительного движения абхазского народа. В законе дается четкое определение, кто является инвалидом войны и кто является служащими тыла. Сюда входят и работники абхазской телерадиокомпании, журналисты, корреспонденты, работники учреждений, организаций культуры и так далее. Врачи, я сейчас не буду всех перечислять. В терминах определяем следующие значения. Кто является ветеран Отечественной войны, доброволец войны народа Абхазии, участник войны народа Абхазии, ветеран боевых действий на территории Республики Абхазия, инвалид Отечественной войны народа Абхазии, инвалид боевых действий на территории Республики Абхазия. Здесь же определяется сфера применения данного закона и государственная политика в отношении ветеранов, мнения и так далее. Здесь не говорится о финансовом обосновании, пока мы говорим о параметрах и определяем вот те высшие позиции, о которых я вам сейчас озвучил. Четкие есть разграничения. Дима, могу зачитать. Нет. О каких средствах пойдет речь? Мы знаем, как у нас участников войны оказалось 19 тысяч. Это где-то приблизительно в 2 раза больше, чем реально их было во время войны. Но мы не могли, находясь в Абхазии, не видеть, какое количество людей воевало. Теперь мы здесь, начиная с 1981 года, участники массовых акций, 40-х, 50-х. Мне вопрос, как мы можем связать с человеком, получившим заболевание просто по ходу своей жизни, с тем, что он принимал участие в массовых акциях, протестах и так далее. Почему я об этом сказал сейчас, подождав голосования? Это первое чтение. Само собой, оно говорит только о том, что мы готовы взять этот документ в работу. И надеюсь, что в следующем созыве будут люди ответственные и достаточно образованные, чтобы понять, сколько здесь скрытых подводных течений. В повестку дня были внесены еще 3 вопроса. Один из них – закон о стратегических объектах Абхазии. Скажу сразу, неоднозначное к нему отношение, но мы проводили здесь слушание комитетское, как-то общие какие-то точки нашли, сошлись на том, что если законопроект будет подготовлен, то в первое чтение для работы его принять. В итоге законопроект о стратегических объектах Абхазии был принят в первом чтении. В рамках заседания сессии парламента депутат Алхаз Джинджолия предложил обратиться к президенту с предложением преобразовать Госкомитет по репатриации в Министерство по делам репатриации и демографии. Совместными усилиями Народного собрания, аппарата президента, Кабмина, общественности республики в ускоренном темпе разработать программу по демографической политике, надеемся, наивысшего президентского уровня. Учитывая, что уже есть и наработки, и успешный опыт, ваше официальное поручение позволит уже в этом году подойти к ее реализации. Надеемся на ваше понимание и поддержку. На заседании сессии были рассмотрены и земельные вопросы. Решением депутатов из категории в категорию переведен участок площадью 6 соток в селе Гумиста для строительства жилого дома. А обществу с ограниченной ответственностью Аймара-1 в селе Бабышара предоставлено более 1 гектара земли под строительство санаторно-курортного объекта. Депутаты также предоставили в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью Астамур и Ко земельный участок площадью 21 гектар по улице Чанба в Гагре для строительства гостиницы комплекса. Народные избранники дали согласие на включение административных помещений госкомпании «Абхазхлеб», здания проходной в городе Сухум по улице Гумистинская и имущественного комплекса пансионата «Абхазия» в селе Бабышара в перечень объектов, подлежащих приватизации. Гугуца Вардания, Алексея Гухова, Абхазское телевидение.